Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Учитель года – самый классный воспитатель года. В Канаше определили лучших из лучших. Церемония награждения состоялась в 7-й школе. Об этом в нашем сюжете. Приветствуя участников финала муниципального этапа республиканского конкурса «Учитель года-2019», Ольга Мухина отметила благодарный труд педагогического состава города. Найти время среди своей работы учителя, воспитателя, классного руководителя, принять участие – это, наверное, очень большой шаг. Это очень большая ответственность. И здесь вы уже и на самом классном именно воспитателе года, и сегодня здесь, наверное, не только презентуете себя, но и весь учительский коллектив. Это работа всего учительского коллектива. Выбирали лучшего среди 5 финалистов. Ими стали Надежда Шуркина, учитель английского языка школы номер 7, Евгения Евдокимова, педагог начальных классов 3-й школы, Андрей Павлов, учитель информатики 11-й школы, Ирина Павлова, историк из 5-й школы и Анастасия Емелина, учитель начальных классов школы номер 9. Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает системное изучение родной культуры, нравственных ценностей и традиций, формирование представлений о российской истории, первоначальных этических представлений, понятия о добре и зле, нравственности. За основу реализации вышеизложенного в свои уроки литературного чтения я включаю разные методы работы. Подбирав методики, я остановилась на вроде бы простой игре. Игра эта заключается в том, что каждый урок своим ученикам я даю разучивать одну скороговорку, поговорку или чистоговорку. Один ребенок, значит, наизусть называет, потом повторяет все классы. Ребенок из урока в урок вспоминает их и рассказывает мне. Урок мы начинаем так, как бы с речевой разминки. Здесь за несколько минут сколько сразу методов мы используем. Масса, а когда ребенок вспоминает пословицы и поговорки, полученные на каких-то других уроках, представляете, какой он входит в восторг. Педагоги, влюбленные в свою работу, делились секретами успеха. Жюри единогласно победителем выбрала Андрея Павлова. Он в педагогике относительно недавно, всего 6 лет. Андрей Валерьевич на протяжении 15 лет работал инженером IT-технологий. А теперь его ученики осваивают робототехнику, выигрывают всероссийские олимпиады. Предмет информатика, собственно говоря, очень-очень способствует развитию именно умению логически рассуждать, думать и применять это не только в информатике и математике, но и на других учебных предметах. Самым классным стала педагог 6-й школы Вера Воробьева. Звание «Воспитатель года-2019» удостоилась воспитатель 19-го детского сада Валентина Семенова. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Елена Блатцева, 7-я школа. Россию строить молодым. Под этим девизом организовали 7-й фестиваль студенческой и работающей молодежи «Юность Канаша». Открыл концерт дуэт городского дворца культуры в составе Веры Кашинской и Павла Демина с песней «Счастье». Что такое счастье, спросишь ты? Посмотри вокруг на мир. Он красивый с высоты. Счастье – это мы. Счастье там, счастье тут, счастье в каждом поле. Счастье радует глаза и родные лица. Счастье там, видишь ты. Счастье – это свет любви. Счастью с нами не разна, если на душе весна. Вся танцующая и поющая молодежь – это люди, занятые в разных сферах. Студенты, врачи, медсестры, учителя и воспитатели.
Особенно активны были студенты Канашского транспортно-энергетического, строительного техникумов, медицинского, педагогического и финансового колледжей. Хотелось бы вам пожелать творческих успехов в будущем, больших результатов в учебе достичь, ну и пусть вам просто в жизни везет. Я вам завидую. Все в этой жизни повторимо, все в этой жизни достижимо, все в этой жизни зарабатываемо, кроме одного – молодости. Поэтому вы, наверное, есть такой термин – стратегический запас. Вот здесь сегодня в зале, с нашей точки зрения, находится стратегический запас нашего города. Это вы, будущие наши городские успехи, это вы, будущие наши городские победы, это вам идти по тем дорогам, которые мы вам протопчем и укажем. Вы наша замена, правильно сказал Виталий Николаевич, и дай Бог мы верим в то, что эта замена хорошая. Я стою, смотрю в зал и думаю, уходить с этой сцены не страшно. Есть кому на этой сцене нас заменить. Спасибо вам за то, что вы есть. Гостями праздника стали ребята студии брейкинга из города Чебоксар. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Елена Бладцева, Дворец культуры. Старшее поколение вновь на сцене. Фестиваль творчества «Поет душа» в этом году посвятили Году театра. В Канаш прибыли гости из Бресенского, Комсомольского и Янтиковского районов. Открыли праздник депутат Госсовета Виталий Иванов и глава администрации Виталий Михайлов. Когда есть вот эта культура, тогда и будет жить Канаш всегда. Тогда и будет Чувашская республика процветать всегда. И Россия будет самой лучшей страной. Чувашия будет самым комфортным регионом для проживания. А Канаш, конечно, будет цвести. С первых дней работы главой администрации города я чувствовал такое крепкое плечо. Это вашу поддержку. Многие проекты, которые воплощены за прошлый год в жизнь, это благодаря вам. Я только один маленький пример приведу. В начале трудовой деятельности ко мне пришла группа женщин, творчески настроенных, которые в песне выразили ряд пожеланий, которые мы сегодня воплотили в жизнь. Это взять освещение тротуара от улицы Машиностроителей до парка. Это все благодаря вам. Почему? Потому что действительно в ходе работы, может, некоторых вещей не замечаешь, но вы никогда не пропустите мимо ни одной мелочи. Поэтому мы всегда в тонусе благодаря вашей поддержке и вашему вот такому острому взору. Виталий Михайлов ежедневно встречается с горожанами почтенного возраста. Они активно участвуют в проектах. Горожане заявились в большой федеральный проект «Комфортная городская среда». Парк Дворца культуры, в котором мы сегодня находимся, заявлен в этот проект. Опять-таки, благодаря вашим чаяниям и вашим пожеланиям. В этом парке будет много интересных вещей. Я только одну маленькую назову, что это будет сенсорный парк, то есть будет для маломобильных групп населения, для людей с ограниченным зрением. Будет предусмотрены такие зоны, что, проходя мимо, вы будете ощущать запахи. И не только запахи, это и будет и очень много интересных растений высажено в этом саде. И для детей маленьких будет там очень много таких веревочный какой-то городок, еще что-то. Но все это благодаря чему? Благодаря вот неравнодушию вашему и то, что горожане наконец-то, я смотрю, в ходе обсуждения было очень много откликов, было очень много обращений. Проектное бюро из города Москвы М4, которое занимается нашим проектом, вообще вот с ними даже приятно общаться, как горожане города Канаша очень активные. Редко этого встретишь, потому что до сих пор приходят на их электронную почту предложения от горожан, которые они будут в дальнейшем в ходе исполнения этого проекта учитывать. Это вот все благодаря нашей совместной общей работе.
ЖКХ, благоустройство, дороги, городские и республиканские мероприятия. Пожилые люди наравне с молодежью предлагают рациональные решения. И сегодня многие заметили, что от осуществления проектов у ветеранов глаза горят. В концертном зале я мечтаю побывать, мелодию душой воспринимать, услышать звонкое «брависсимо» и «браво». Я думаю, на то имею право. Гуляй, Россия, гуляй красиво, а мне по сердцу характер твой. Кому на радость, кому на диво, гуляй, Россия, гуляй и пой. Сегодняшними гостями были ветеранские движения из всех соседних районов и города Чебоксар. Мужчины и женщины пустились в пляс. Праздник украсили дети. Фестиваль «Поет душа» завершился выступлением народного ансамбля «Россияночка». Олеся Григорьева, Елена Владцова, Дворец культуры. А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Широкий ассортимент товаров, предлагаемых магазином низких цен «Светофор», в очередной раз радует покупателей. Мы постоянные посетители. Здесь очень широкий выбор, но и очень приветливые продавцы. Здесь довольно аккуратно, просторно, поэтому мы сюда приходим. Часто сюда заезжаем, в этот магазин. Нам здесь нравится. Большой выбор, просторно здесь. Цены небольшие, приемлемые. Главный выбор большой. Мы здесь покупаем, отовариваемся. Обилие товаров повседневного спроса, хозяйственных и детских, одинаково подкупают как женскую половину, так и мужскую. Входим в магазин «Светофор», в принципе, часто, чем остальные супермаркеты. Ребенку подгузники, средства личной гигиены, там, колбасы очень вкусные, недорогие. Детское питание тоже для ребенка есть. В магазинах самообслуживания «Светофор» покупатели приобретают товары по низким ценам благодаря высоким требованиям к поставщикам. В магазины «Светофор» напрямую от поставщиков поступает товар, поэтому мы можем предлагать населению товар по выгодным ценам. Также всегда мы предлагаем дополнительные акции, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Приходите в магазин «Светофор» за умными покупками. Экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. В линейке товаров магазина «Светофор» также присутствуют кондитерские изделия, консервация, бытовая химия и многое другое. Подавляющее большинство товаров производятся и поставляются отечественными компаниями. Магазин «Светофор» – демократичные цены. Магазин «Светофор» – один из лидеров рынка среди магазинов товаров народного потребления по очень демократичным ценам. Яйца третьей категории по акции 99,90. Сухофрукты по акции 49,90. Сроки и условия акции уточняйте в магазине.